Значит, смотрите, я хотел бы задать, вот мы так построили, у меня буквально там несколько слайдов, и даже проблема не в слайдах, да, то есть как бы в этой ситуации, а в том, что мы хотели бы поговорить о вот этих вот, собственно говоря, конструкции советов по безопасности, вот в контексте того, что мы здесь с вами вот на предыдущем этапе обсуждали. Очень большая значит, сила была, да, вот в рассказах самих школ, да, вот, мне надо, чтобы вы сейчас, ну вот, немножко взбодрились, да, то есть подумали о том, насколько эффективно такой механизм будет внедрять. Сейчас я попытаюсь про него рассказать, но, может быть, не совсем обычно. И вот у нас проблема в том, что мы думаем, что, может быть, вот я почему к вам сейчас обращаюсь, очень хорошо, что вы подошли, вот, спасибо, что, может быть, вот этот совет по безопасности, коллеги, сидя, потому что я презентацию смотрю, да, то есть, чтобы не туда это, что он может стать, как бы, некоторым фундаментальным таким краеугольным камнем для проведения вот этого элемента безопасности по аккредитации. То есть, конкретно мы еще не думали о том, как его создать, это вот наша... То есть имеется в виду, как, в каком, ну, каким положением или там какой функционал, да, то есть делать. Это мы с вами придумаем. Мне надо сейчас вот этот отзыв от вот нашей аудитории о том, что насколько это адекватно. Но вот эта презентация, мы специально ее готовили достаточно долго. Мы много говорили про риски с вами сегодня, да, то есть как бы так или иначе. Вот. И мы хотим сказать, что с рисками сегодня... Нет, наверное, я встану. Коллеги, вот очень странная история, да, связана с тем, что риски, с которыми вот мы сегодня сталкиваемся, это не проблема только нашей страны. Я хочу, чтобы мы вышли за вот эту вот границу. Потому что, когда мы начинали проект и говорили о том, что начнем разговаривать про риски, да, то есть вот в системе образования, то всегда найдется, кого обвинить. Да, что это вот этот виноват, вот этот виноват. Мы категорически против подхода риск как guilty, да, как вина. То есть мы не говорим, что кому-то надо отрубать голову. Риск – это та мера увиденной, вот увиденной или не увиденной, зафиксированной или не там зафиксированной, в зависимости от того, каково ее качество опасности, которую мы должны преодолеть. Вот вы знаете, даже у древних греков вот слово «проблема» мы часто же используем. Да, то есть как бы. А опять же, хочу вам сказать, что на самом деле исконные вот этот греки понимали, потому что у нас много очень пришло от греков, да, то есть вот в наши языки и понятийный аппарат. Проблему они понимали не как то, что вот мешает, да, это мешает, но самое главное, что это то, что надо преодолеть. Понимаете, да, то есть это то, вот там есть вот это, извините такое слово, интенциональность, да, то есть вот то, что проблема, это то, что подлежит преодолению. Соответственно, проблематизация – это когда ты ставишь перед собой некоторые, ну, ясные барьеры, да, то есть как бы не то, что ставишь, а видишь, но с мерой их преодоления. Если этот барьер не преодолим, оно не проблема, это что-то другое. Да, там барьер, катастрофа и так далее. Понимаете, да, то есть вот в этом смысле дело в том, что мы находимся в ситуации далекой от равновесия, и вот этот вот сам подход, да, то есть о том, что мы постоянно должны вот эту неравновесную, мы имею в виду как люди, мы как экосистема, да, то есть это постоянная поддержка, мы там едим, да, то есть у нас идут какие-то вот, раз про еду говорили, там биологические процессы, которые все немножко нас отдаляют вот от этой ситуации, ну как бы мы как энтропийной смерти, да, то есть как бы выхода на вот какой-то, когда уже процессы приходят все больше и больше равновесия. То есть на самом деле ведь смерть это когда экосистема тебя вот превращает в себя. Вот можно же и так подумать. Ну правда там не понятно, что с душой с нашей происходит, там каждому поверит, да, то есть, но вопрос в этом есть, потому что вот мы с Амиль Джапаровичем как раз говорили о том, что вы поймите, что сейчас, например, гены каких-то существ, которые когда-то жили, они все еще циркулируют, но по-другому, в почве, в насекомых, которые, в растениях, которые это едят. То есть это совершенно сложный процесс, да, то есть и вот чем больше там генетических исследований проводят, тем больше видят эти, ну, конечно, может, мои тексты не сильно утешительные, но, по крайней мере, зато процессы описывают, да, то есть, вот, и вот это вот как бы множество циклов равновесия, и нам их надо как-то уметь балансировать. Вот здесь как раз-таки Николаевна очень важный момент вот про это говорила, о том, что вот чего-то чуть-чуть нам надо,
а чего-то уже много, селен, например. Чуть-чуть селена обязательно надо, вот какие-то там дозы. А вот когда его сильно много, это уже тяжелый металл, который, извините, там тоже вытворяет всякие вещи, да, то есть как бы чуть-чуть марганца нам надо, там, ну, чуть больше железа нам надо, да, то есть, а вот медь уже, например, проблемно. Если несколько там ферментов с медью нам обязательно нужны, да, то есть как бы, то в больших количествах, вы помните, это медный купорос уже отрава. Понимаете, да, то есть вот это вот мера, баланс, да, то есть когда-то в буддизме они говорили, вот срединный путь, вот это постоянный баланс. Да, то есть, как бы, собственно говоря, баланс между всем. Вот его надо находить. Вот в системе рисков мы точно так же пытались все время найти этот баланс, и как бы вокруг этого и строятся наши шаги. То есть в этом смысле первый тезис, который у меня есть, это совет, который мы вам предлагаем, это некоторая новая система организации баланса внутри школы. Да? То есть как бы, баланса построена на том, что мы смотрим не только за организацией образовательного процесса, хотя об этом тоже надо говорить, мы смотрим не только на качество образования, но и школа как система учится, да, вместе вот с нами и с этим советом преодолевать эти риски. Ну, по крайней мере, для начала фиксировать и преодолевать. Но я хочу поднять некоторый уровень рассуждения, да, то есть, чтобы вы увидели, вот, что мы уже живем в мире, который находится за пределами рисков. Дело в том, что в 1974 году написали знаменитый свой доклад «Римский клуб», да, то есть с него, собственно, началась вся вот эта экологическая деятельность, так или иначе, понимаете, деньги в эту сторону пошли, проекты такие стали возможными и так далее, именно потому что сказали, что у нас наступают пределы роста. То есть мы расти, как раньше росли, человечество, не можем. Маленькие два конкретных примера. Вот здесь, слава богу, есть люди постарше поколения, да, вы помните, что где-то до 70-х вообще не было этой проблемы, экологию ее не поднимали. В 90-е она как бы вот вдруг стала появляться перед всеми. Ну, кто помнит вот этот переход, даже я еще помню. Да, то есть, кто там это, да, то есть, как бы, что вот не было это, а вдруг раз она как бы огромным образом появилась. Ну да, вдруг экология сейчас вот это там, вообще у нас во всех программах устойчивого развития, экологизация, это все замечательно. Но, коллеги, вы поймите, вот тот рост вот проблем, который у нас возник именно в этой экологической сфере, ему всего около 200-250 лет. До этого, то есть у нас не было такого массового роста человечества, да, то есть нас просто было меньше, и мы, соответственно, как-то вписывались и регулировались этими циклами. Говорят, что изобретение антибиотиков, да, ну или открытие антибиотиков, да, то есть как бы вот дало. То есть мы просто стали бороться именно с теми, вот про кого Владимир Николаевич рассказывал, с этими микроорганизмами, мы стали с ними жить в других отношениях, да, и мы сейчас вот, когда мы про лекарства эти говорим, то есть это одна из проблем. Эмиль Джапарович недавно со мной разговаривал, он говорит, слушай, говорит, а что, говорит, вот, о каких экосистемах мы разговариваем, если, извините, в Европе, ну, такой пример тоже, вот эти люди, которые, извините, умирают, они просто не разлагаются. Вот, то есть там то есть именно в силу того, что вот эти ешки, да, то есть как бы, или вот всякие там консерванты, ну да, ешки, консерванты, да, то есть они просто превращают наши тела во что-то другое. То есть, собственно говоря, мы и люди там начала там, прошлого века, это может быть разные биологические там, ну не 100%, но по многому, по каким-то там параметрам. И в этом смысле вот эта вот адаптация, сплайсинг у нас есть, мы адаптируемся, да, и вот когда, почему с БАДами такая сложность? Потому что помните, для татарина хорошо, еврею смерть, да, что для одного организма одним образом действует, для другого другим образом действует. У нас есть системы адаптации наши внутренние, у нас есть эти системы, мы даже знаем, как они называются в печени, то есть у нас есть такой специальный фермент, просто скажу, чтобы вы понимали, да, то есть он называется, один из самых таких знаменитых, цитохром P450, который, собственно, занимается тем, что он трансформирует всякую всячину в что-то более-менее приемлемое, да, то есть он там сидит, почему печень такой важный орган у нас, вот он там сидит, да, то есть как бы, и так и называемый, извините, такое слово ксенобиотики, да, ксенос, другой, биос, жизнь, то есть как бы вот эти вещества он превращает при помощи него, если он нормально работает. Тогда все как бы нормально. Вопрос в том, что вот это если все меньше и меньше, вот подушка безопасности, о которой мы говорили, это в том числе связано с рядом внутренних ферментативных реакций, с перекисно-кислым окислением липидов, с вот этими вот функциями. То есть мы уже даже знаем слова. Мы даже знаем, как, может быть, какие гены это управляют. Мы не знаем, как балансы построить. Понимаете, вот где медицина сейчас и где, наверное, будет прорыв. Вот прорыв будет вот в этих устроительствах балансов. Потому что вот, опять же, смотрите, 7-месячный мы все знаем, извините. Ну, можно родить.
8-месячный, оказывается, уже хуже, чем 9-месячный. Знаете же эту историю? Знаете, женщина. А почему, знаете? А потому что в 7 месяцев один баланс заложился. Вот он уже раз, и он сбалансирован. Система органов, особенно системы дыхания и вот проведения, то есть нервного импульса, они приблизительно вот раз вошли в какое-то равновесие. Это вот 7-месячные. Недоношенные, извините, там это, но тем не менее это. А вот когда он переход вот этот между вот этот триместр, да, то есть последний триместр, да, или вот переход, даже не триместр, а там месяц, да, вот между 7 до 9, вот этот 8-й месяц, он самый сложный, потому что там начинают образовываться всевозможные новые вещества, особенно в легочной системе образуются вот эти сурфактанты, да, то есть там целый ряд веществ, да, тонко организованных, да, то есть которые то ли вот у 7-месячного уже были, а у этого уже нет, но еще нет новых. Понимаете, да, вот этот переход вот самый тяжелый. И поэтому вот, извините, 8-месячные, то есть как бы самые... Почему так время? Вот все время на время. На температуру и на время смотрят врачи, правильно? Да? То есть, там на давление еще, правда, у девочек. Да? То есть, ну вот какие-то такие базовые параметры. Потому что это все показатели равновесия. Температура — показатель равновесия в нормальном или там состоянии. Мы так и называем поиквилатерность, да? То есть мы теплокровные. То есть у нас должна быть определенная температура. Это показатель равновесия. Давление — показатель равновесия. Понимаете, как интересно? Все наши базовые параметры, на которые мы обращаем внимание, это показатели равновесия, так или иначе. Ну вот, и равновесия бывают разные. Какие-то более устойчивые, какие-то менее устойчивые. Вот я вам привел пример с нашими детьми. Так вот, проблема такая же для законы жизни совпадает и для нас, и для экосистем. Такая же проблема для неравновесности, для живых систем. И вот я хочу вам сейчас показать одну удивительную, она такая немножко игрушечная, поэтому я, собственно, эту сессию решился провести, потому что немножко вы и войдете в тонус этот. Вот, значит, вот это, значит, смотрите, в 10-й год, по-моему, лет 7, ну, они разные сейчас есть, я не помню даже, какого года я взял, но уже тогда, 2010, по-моему. Значит, НАСА проводит исследования, вернее, там то есть, почему космическое агентство? Потому что они очень часто пытаются целостно задумываться. Вот. И там ЮНЕП с ними работал, то есть ООНовские организации. То есть это, я почему ссылаюсь на такие, по-моему, вот это вот радар, он ЮНЕПовский, да, то есть почему я на них ссылаюсь? Потому что это ООНовские, это глобальные принципы. Это не то, что касается вот моей конкретной, а меня конкретно тоже касается, но потому что это касается всех. Так вот, они стали смотреть вот этот радар, и я надеюсь, что эта презентация у вас будет. Они говорят, оценка планетарно-порогового значения для определения безопасного пространства планеты и человека. Мы, поскольку живые, для нас нужны определенные параметры. Вы знаете, что таких больше параметров нигде, вот, по крайней мере, в известном нам мире нет. Вот, значит, они очень уникальны, но проблема в том, что вот здесь чисто экологически, вот мне очень важно понять, что для того, чтобы мы могли развиваться устойчиво, для того, чтобы у нас культура развивалась, для того, чтобы у нас экономика была, там, и все остальные вот человеческие как бы навороты, мы должны оставаться живыми. Вы понимаете, да? Это очень важный, простой термин. Мы должны быть живыми. Да? И в этом смысле мы как раз и говорим, что в образовании в первую очередь должно выпускать людей, которые могут, ну, как бы позаботиться о своем существовании, которые могут оставаться живыми. Вот такой банальный тезис, но это же проблема, когда мы выпускаем детей, и они вот попадают в эти рискованные ситуации и неадекватно оценивают происходящее. Это проблема, в том числе, извините, системы образования, к сожалению, ну там семьи и так далее. Ну вот, но есть и вещи, которые для всей планеты важны, поэтому мы должны дать вот эти два равновесия, его личный момент равновесия и вот этот глобальный. И я думаю, что вот это вот то, где мы можем очень сильно с вами продвинуться, потому что так мало кто думает. Вот как я сейчас рассказываю, мало кто думает. Давайте, значит, посмотрим. Значит, изменение климата, повышение кислотности океанов, деградация озонового слоя, азотный цикл, фосфорный цикл, мировое потребление пресной воды, изменение режима землепользования, утрата биоразнообразия, атмосферная концентрация аэрозолей, химическое загрязнение, ну и так далее. Вот как бы некоторые параметры, вот они такие. Вот мы взяли вот и говорят, скажите, пожалуйста, вот если рассмотреть вот это вот как бы как, значит, вот эта зона, где вообще все хорошо, да, лимитовая, да, то есть вот мишень такая, да, здесь уже хуже, а сюда уже, когда выходим, значит, уже пороговые значения преодолели, значит, совсем плохо. Как вы думаете, где мы вышли за пороговые значения вот из этих параметров? Просто вот навскидку, то есть как бы какое-то ощущение. Вы же все слышали про вот эти экологические параметры. Еще раз, повышение кислотности океана, деградация озонового слоя, азотный цикл, фосфорный цикл, мировое потребление пресной воды, изменение режима землепользования, утрата биоразнообразия,
Атмосфера и концентрация аэрозолей – это с озоновым слоем то, что связано, и химические загрязнения в разных вещах. Вот у нас про уран недавно была история. Химические, радиоактивные загрязнения, то есть сюда же можно отнести. Где мы превысили пороговые значения? Как вы думаете, человек? Кстати, биоразнообразие. Еще. Везде одинаково. Еще. Давайте разные. Пользование. А? Землепользование. Землепользование, отлично. Еще. Там еще исчезновение пресной воды. Исчезновение пресной воды еще. А климат что, нет? Климат тем более. Сейчас вон девочка там это, вон бастуют все. Вон девчонки в шведке, да, по-моему, на Нобелевскую премию хотят дать мира за то, что она там в школу не ходит из-за климата. Я тоже думаю. У нас вон не пойдешь в школу. Видели, нет? У нас в школу не пойдешь из-за климата. Ну вот. А там весь мир, и там этот ЕУ, вот этот наш любимый, Европейский Союз, говорит, да, с ней там встречаются, девочка не ходит в школу, потому что климат. Умная девочка. Вот как бы деньги дают, вы понимаете, да? То есть тут все это, так что климат тоже, наверное, есть. Еще. Хорошо. Коллеги, вот оно как, значит, вот у нас, кто это, ЮНЕП, да, говорит, значит, и год 2010, да, значит, правильно. Значит, посмотрите, вот эти красные вещи показывают, значит, смотрите, изменение климата, да, то есть как бы мы это видели здесь, сказали, действительно, биоразнообразие, сейчас сюда вернусь. Хочу про азотный цикл показать. Азотный цикл – это сельское хозяйство. Вот вы понимаете, да, то есть как бы у нас вот это нарушение азотного цикла и биоразнообразия, они очень, вообще все три вещи на самом деле взаимосвязаны, вы правильно говорите между собой, но просто эти пороги самые жесткие, поэтому, смотрите, как интересно, да, Ладно, Николай говорит, нитраты, вот она. Вот эти нитраты, с ними что-то не то происходит. Цикл азота мы нарушили. Вот мы за счет своей химической промышленности, мы за счет своей, в первую очередь, сельского хозяйства, мы нарушили азотный цикл мировой. Да, то есть, как бы, и это, конечно, по нам ударяет. То есть, как бы, потому что экосистемы пытаются привести себя в порядок. Ну, вот, смотрите, более того, значит, утрата биоразнообразия. Есть такой тезис, он как бы пытались его сказать, можете в ролике. Не буду его выводить, просто запомним его, почитаем в работах. Много про это говорим, что на Земле только жизнь создает условия для жизни. Именно те экосистемы живые, которые у нас есть, они, собственно говоря, и поддерживают ту среду, которая у нас есть. Вот, изменение климата. Причем среду, как микросреду, как азисный тип мы здесь говорили, поэтому я так про это яростно рассказываю всегда, да, то есть делайте азисы, стройте дома, в квартире, где хотите, вот, ну, где вы живете, старайтесь строить азисы. У ваших детей, внуках учите их строить азисные типы. Для Центральной Азии это все. Нам не надо бояться экосистемы, это не тайга российская, прошу прощения, которая действительно, или там не джунгли. И джунгли и тайга действительно не очень приятны для человека, уж поверьте, вот бывал. Где бывал, да, то есть вот джунгли уж совсем. Думал, что прелестное место, ничего подобного. Жутко, амебы, все эти собираются съесть, изучал их, я в Бразилии изучал их, и в Африке, кстати. Вот, то есть это достаточно противные места, вот как бы это как, но вопрос в том, что они при этом обеспечивают, вот не ходи туда, живи в том месте, которое ты себе создаешь, да, то есть как бы человек, но оставь вот эти проценты для биоразнообразия. Мы даже знаем соотношение. Мы сегодня знаем соотношение. Могу его долго выводить. Через Одума слышали, наверное, кто биологи, да, то есть как бы оно выглядит так: 10, 30, 60. Это энергетическое соотношение территории и биоразнообразия, да, то есть как бы, значит, 10 это урбанизированные территории, 30% должны быть сады и ну, как бы, вот территории, поля, да, скажем так, то есть это вроде бы живое, но по-другому организованное, да, то есть это, мы так называем, антропогенные ландшафты, да, то есть урбанизируйте это антропогенный ландшафт, и 60% должны занимать дикие экосистемы, которые работают на цикле, почему, вот, как бы поддерживают все вот те циклы, о которых мы говорили. Коллеги, смотрите, что происходит. Где-то в 70-е годы приблизительно на Земле мы теряем около 65%, то есть мы этот порог переходим, 60% экосистем были потеряны. Сейчас мы с вами живем только за счет экосистем моря, вот то, что у нас есть. И вот эти климатические изменения, которые вот это колебаются, они как раз-таки связаны с тем, что ну, живое теперь устроено по-другому. Причем тут мы, скажете вы? А очень даже при том, потому что в Киргизстане еще сохранилось, у нас есть зоны потраты экосистем, зоны сохранения. Россия с ее вот старый, вот это зеленый пояс тайги, да, то есть как бы мы в центре континента до нас не добрались. Все, что вот так по океану вокруг, вы посмотрите, практически по теплым морям там все разрушено. То есть экосистем практически нет. То есть фактически сейчас выживание идет
частично за счет этих наших внутренних экосистем и за счет экосистем моря. Сейчас доедим экосистемы моря, ну и доберемся до внутренних. Поэтому, смотрите, почему так страшен был уран, вот этот вот. Для людей, да, это страшно, но не менее страшно это, или еще больше для тех жизней, которые есть вокруг. Потеряем, ничего не будет, никакие нутриенты не помогут. Я вот только про это хочу сказать. Почему мне важно про это место сказать? Что одна из задач Совета по безопасности — обезопасить детей, в том числе от экологической катастрофы. То есть, как бы, чтобы они остались живы. Их надо научить принимать решения вот в следующем цикле с учетом вот этих вот параметров, с учетом этих дисбалансов. Потому что понятно, что комары там и лягушки, ну, не всем приятны. Вот и ради бога. Они должны просто сохраняться. Никто не заставляет их любить там, и обожать. Более того, сбалансированная экосистема никаких комаров не выпускать не будет. Пример с иссыкулем. Вы помните, вот опять же, старшее поколение, приезжали на Иссык-Куль, никто там отродясь не жарился. Там не... Машкара была, но не жарили. Помните, вот я думаю, что вот те, кто... Ну вот если вспомните, вы, наверное, может быть, даже внимания на это не обращали. Там вот в этих зарослях при иссыкульских жили комары, их много, машкары вот вокруг фонарей, они противные, да, там летали, но не жалили, потому что другие виды, это были комары, которые пытались пыльцой. Ну, растительные, ядные и так далее. Ну, много летали, да, ну что делать. Шумовое, там это, световые загрязнения и так далее, привели к тому, что, значит, изменились экосистемы, вырубили эти заросли, которые были сбалансированы, и завелись вот эти комары, которые, да ты не хочу говорить, то есть, как бы, ну просто представьте, которые ходят рядом с нами, которые нашу кровушку. Это те девочки прекрасные, комарихи, которые живут вот в подвалах, вот как только аквариум поставите подвал, вот там заводятся вот эти комары, понимаете, да, то есть как бы, и они с человеком туда пришли и вытеснили эти исконные виды, но мы этому помогли, потому что мы уничтожили со своими этими санаториями и всякими остальными курортами, мы уничтожили вот эти вот заросли, которые как бы сдерживали экосистему. Более того, экосистема чистая, Иссык-Куль чистый только за счет того, что не потому что мы стоки. Вы все прекрасно знаете, что туда все стекает. Коллеги, туда все стекает. Но именно потому, что там есть вот эти вот заросли, да, мы про это отдельно рассказываем, то есть пока они делают его чистым. Вот я показываю, как можно смотреть. Точно так же мы говорим, школьный двор можно правильно организовать. Вот была проблема отходов. Мы говорили, правильная экосистема, бросишь арбузные корки там, или бананы эти, они буквально за неделю должны исчезать. То есть это если ты организуешь компост и туда делаешь, и там у тебя все правильно организовано. На пришкольном участке, садике, я вот в этом, мы написали про компост, оно все перебаливается. Конечно, если туда положил пластик, стекло, старые зубы там чьи-нибудь и так далее, это другой вопрос. И там от батареек вот эта жидкость, то там, конечно, оно не переварится. То есть здесь проблема вот этого, опять же, управления, да, Надо нам говорила, управляйте. Да, то есть проблема в том, что мы плохо управляем. Но причем здесь образование? А потому что именно из наших с вами детей вырастают эти управленцы, которые принимают эти хилые решения, да, то есть начиная от того, что класть как удобрения делают, да, то есть как бы там заканчивая этими же моими дубами и так далее, и так далее. То есть я хочу, чтобы мы на этом обратили внимание и погрузили детей вот в этот вот чувство благоговения с тем, что они живые. Хочешь жить, дай жить другому. И причем это другой, как человек, мы при этом вернемся так, и другая жизнь. Пойдемте дальше. Ну вот, дальше у меня уже быстрее гораздо пойдет, потому что я вам просто фотографии хотел показать. То есть вот Деннис Медоуз, они написали знаменитый, он еще, слава богу, жив. Вот, мне повезло, его лекции читал, как называется, слушал, да? Вот, то есть как бы, ну и читал, конечно. Все правду сказал. Вот, значит, в принципе, вы можете в Ютубе посмотреть, у нас на канале есть, то есть он в МГУ читает даже на русском лекции. Это очень интересно, интереснейшая фигура, но почему вам про них рассказываю? Потому что они делают вот этот вот пределы роста. То есть нельзя так, как мы росли, нельзя расти. Надо что-то делать по-другому. Система образования в центре этих событий стоит. Надо менять систему отношения к миру как таковому. Вот. Но я хочу вам сделать такие вещи. Да, значит, производство сельского хозяйства на душу населения, большое внимание экономическим механизмам уделяется, дается оценка развития технологий, верят в то, что технологии могут помочь. Ну, наверное, да, то есть хотя, то есть их тоже надо очень четко как бы для себя вычленять. Я специально выделил вот этот контекст, потому что мне кажется, он очень важен именно для Киргизии. Потому что в рамках всего мирового тренда они очень много внимания в решении вот, проблем
рисков и для всего мира уделяется местным сообществам. То есть если местные общины будут правильно организованы, если ты можешь позаботиться о своей собственной безопасности, ты, значит, вносишь вклад в глобальную систему. Потому что на самом деле проблема вот как раз-таки в транснациональных корпорациях. Не потому что там деньги, а потому что распределение рисков совершенно странным образом идет. Вот это Nestlé, например, да, то есть как бы они же сами, вы что думаете, они сами едят это Nestlé, что ли? Ну, в смысле, те, кто... Они вот эти вот пророщенные какие-то соловьиные язычки кушают, там еще что-нибудь. Ну, правда же. А продукцию эту дают нам. Да, то есть, как бы, смотрите, здесь проблема в том, что зона, или еще более интересно, кумтор. Вот оно нам всем понятное, да, то есть, как бы, смотрите, что происходит. Здесь изымается золото, да, то есть риски остаются как бы вот в этом пространстве, то есть вот в нашей стране. Местное население, мы с вами несем тягот этих рисков, особенно вот если культуры бедные, ну там плюс-минус. Особенно экосистемы эти высшие, горные и так далее, да, то есть там есть свои нюансы. Это опять же про то вот расчет рисков, про который там говорили, да, то есть как бы, там никакой не потенциальный риск, там самый настоящий вот явный риск. Но проблема в том, что выгоды от этого изъятия золота остаются не здесь. Они уходят где-то там. И вот эти где-то там, они не чувствительны к этой ситуации. Это классическая экологическая ситуация, от нее говорят шумерская цивилизация. Многие цивилизации погибали именно вот от этих вот ситуаций, когда общество или как бы система становится нечувствительна к рискам. Понимаете, да? То есть нам нельзя это пропустить. Во всех выступлениях вы должны понимать, что мы должны стать чувствительны к рискам. И чувствительны к рискам именно на уровне своего сообщества. И смотрите, второе уравнение, это ценности каждого человека, у них так и называется. Это вот мы говорили про Медоуза, еще там одна фигура есть, Аурелия Печеи, который говорит, у него работа называется «Человеческие ценности». То есть ценности людей – это самое главное, с чем мы должны работать. Поэтому Маслоу. Вот Маслоу, он с ценностями. Туда, да, хорошо. Когда он про риски, мы тут напрягаемся, мы оба славяне напряглись, да, ну так, по-своему. Можно использовать, все, что угодно можно как угодно использовать, но, может быть, микроскопом лучше рассматривать мух, а там камнем забивать гвозди, да. Вот, то есть как бы организация, и вот смотрите, вот этот еще один момент, это организация нового образа жизни. Я хочу вам рамочку повысить, что на самом деле переорганизация структуры внутри школы, она требует, и в том числе вот это, на самом деле эти советы, это организация новых образов жизни. То есть мы с вами начинаем заботиться о своих вот, системах. Здесь я хочу перейти к, ну или как бы сказать об истории нашей организации, буквально один тезис, когда-то мы в 93-м году, вы представляете, сколько лет мы уже работали, мы были еще студентами этих биологических факультетов. И тогда мы тоже все, вот я почему этот первый слайд показывал, мы очень, ну как бы, гордились тем, что мы умеем мерить. Я там выяснил, кстати, недавно, что, оказывается, умею делать ГМО. Я только потом сообразил, что, оказывается, вот то, что я делал с генами, это, оказывается, в конце концов приводило к ГМО, да, то есть, как бы, может быть, а потом так называли. Вот нас учили там рестриктазами работать, там все очень интересно, то есть, как бы, селекция не всегда быстрые, все интереснее. И мы занимались тем, что мы разные типы рисков выявляли. Например, мы мерили Моссовет, самые там ядовитые там выхлопы, вот это, там еще где-то, еще там что-то смотрели, вода где-то грязная, еще что-то. И думали о том, что есть какой-то субъект. А вы помните, что, мы сказать, 90-е годы, это как раз одна страна ушла, вторая только пришла, нарождалась, и вот эта вот эпоха перемен, да? И мы все время верили, что как в Советском Союзе ты куда-то вот в КГБ, в УБХСС или куда-нибудь там скажешь, и кто-то придет и решит твою эту ситуацию. Ну да, вот там мы померили, я вот лично мерил, вода, не хочу сейчас сказать, у меня как бы одна из работ была по поводу заболеваемости, например, на юге глистными заболеваниями. Вот где руки надо мыть. Там такое, ребята, вот извините, пожалуйста, да, то есть и это... Я работал с архивами этого Минздрава. Ну просто вот невероятно. Просто, слава богу, не совсем смертельно. Смертельных случаев немного, ну и как-то вот с этим, как вы говорите, справляются. Не обращайте внимания. А по реальной статистике это просто вот рассадники. Лепидоспироз, гименолипидоз, все вот эти вот, ну все какие острицы, какие можно придумать, оказывается, у нас живут. Я тоже не знал про это. Вот и, слава богу, не слышали. Значит, и, может быть, и не надо. Потому что вода, да, то есть, как бы, то есть вода и... так далее. Мы, значит, вскрывали вот эти всякие проблемы и кому-то приносили. Он говорит, о, как интересно. И мы опять, значит, там бежим, что-то приносим. И опять говорят, очень интересно, спасибо, поняли.
Ну, там что-то там, да, разные папочки какие-то образовывались, я даже уже боюсь думать, потому что невероятное количество вот таких вскрытий было, да, то есть и про воду, и про воздух, и про что-то, чем только мы не занимались, мусором. Я сейчас вообще практически ничем этим не занимаюсь. Вот я вам про эволюцию хочу свою рассказать и поделиться. Вот занимаюсь тем, чем занимаюсь. И тогда мы поняли о том, что, ребята, оказывается, если ты сам не позаботишься о своей безопасности, вот никому ты особо не нужен, вы извините, конечно, да, то есть я ничего плохого, тут есть государственные чиновники и так далее, это не проблема одного государства. Сегодня в мире никто не знает, как это делать. То есть как бы вот эта вот граница, она вдруг изменилась. Хотя я повторяю, что когда-то государства образовались именно в то, что они взяли на себя часть этих функций. Постарались, да? Но сегодня это все осталось в виде терроризма и там еще чего-то кошмарного, да? То есть, как бы, а вот об этом я не знаю, кто заботится, о вот биологических этих системах. И тогда мы стали говорить о матрицах индивидуальной экологической безопасности. И вот, собственно говоря, этот проект у нас родился из-за того, что мы этот концепт как бы вырастили, да? То есть мы говорим, вот мы его вырастили, и мы говорим, да, надо научить человека работать с этим безопасностью. Вот смотрите, нам уже, вот один маленький пример, почему, вот, Улан, спасибо, что задал. Значит, мы уже себе поняли, ну, давайте выращивать дома микрозелень. В книжке мы там пишем, как это делать, но вы можете просто в гугле набрать теперь, как ее выращивать, и значит, это можно есть. Ага, я зафиксировал, грибы надо есть, но хорошо было бы, чтобы они были там не грязные, да, то есть, как бы, значит, мы такую же историю нашли когда-то пектины. Пектины, помните, яблоки, груши, пастила всевозможная. Пектины выводят, начиная от тяжелых металлов, даже нуклеотиды. Да, то есть, как бы, вот правда же? Правильно, соответственно, Киргизия, значит, у нас есть абрикосы, у нас есть яблоки, сливы, вот это все пектиновые, ну там и волокна, и это, значит, соответственно, больше потреблять, детей этим кормить, вот уже хорошо. И это соответствует нашему этому, мясо тоже надо, но у нас есть какие-то удивительные вещи, особенно на Иссыкуле. В рационе у вас есть сливы? Вот Иссыкуль, скажите мне. Сливы, абрикосы, Иссыкуль болтает. Иссыкуль чего? Я вижу, что болтает Иссыкуль. Сливы есть этот? Нет, мы хотим вам вопрос задать. Сейчас зададите, скажите, сливы хитрые. Сливы и абрикосы у вас есть в рационе? Сливы, абрикос есть? Прям вот детей кормите, вот кормите яблоками, сливами, абрикосами. У меня это так и надо делать. Потому что и сухими, и пастилой. Нормально же? И правильно, высушенной, без этих, да? Да, потому что она действительно выводит это все. Понимаете, это удивительные вещи, потому что у нас вот есть НПО, профилактическая медицина, как оно, научно-производственное объединение, да, то есть они прям огромные статьи. Им хилатные вот эти, там есть такие хилатные комплексы, и вот это все вытягивают и убирают. Ребята, но это же и надо рассказывать, понимаете, да, то есть вот это мы должны. И тогда на прилавках должны вот этих, у тебя должен быть выбор, вот здесь эти ешки, кириешки чертовые, хочешь ешь, иногда и хочется, вот, кстати, и один раз в неделю. Не, ну справится организм. Я тоже, вот у меня сын говорит, тоже, я говорю, но зато когда он переест чего-то, и у него моська начинает, я говорю, вот ты папу можешь надурить, мосю свою, ты не надуришь, да, то есть, ну, и он уже прекрасно знает, пап, что я, говорит, этот, ну, я говорю, ну да, ну вот. То есть такие вот истории, то есть, но мы с ним пытаемся это выставить, хотя он от биологии далек, как вот само, я не знаю, сама даль, понимаете, да, то есть как бы, но какие-то вот механизмы, удержание я пытаюсь ему давать. И вот я просто хочу, чтобы вы понимали, что этот совет, это некоторая вот для меня веточка того, что, а давайте о себе позаботимся. Вот я хочу, чтобы мы начали потихонечку друг о друге заботиться. Мы для этого создадим информационную платформу, мы выберем лучшие практики. То есть, слава богу, здесь нам позволяет, вот вы слышали только одну Ладу Николаевну послушать, да, то есть как бы видно, что ну, читаем, смотрим, вот это вот выстраиваем. Вхожу во все, бог знает какие советы там мировые. И в этом смысле, если это уже у меня на сайте стоит, да, и я никого не прибил за то, что это поставили, ну, значит, хорошо. Значит, это, скорее всего, самое лучшее. Нет, это правда, да? То есть, соответственно, создаем вот это, стараемся на русском языке искать. То есть мы создадим вот эту информационную базу данных, да? Но мне нужен механизм, нам нужен механизм, чтобы это все положить в жизнь, вот внутри школ. Потому что я не хочу, чтобы у меня ребенок, он реально приходит, чихает бесконечно. Вот я просто, опять же, моя жизнь, да, то есть я не проконтролировал. Когда-то в роддоме занесли стафилококк. А она мне сказала, вы понимаете, это я до сих пор, это все там было, это выстроено, я биолог с там, космическими там, эти образованиями, значит, я смотрю, как это вы мне отдаете вот такого вот, извините, да. А говорит, а вы, говорит, мне соску не принесли. Я говорю, соску я, оказывается, не принес.
чистую. А я говорю, хоть бы кто... Нет, вы представляете, да, я хоть бы кто-то мне сказал. И они его соску какую-то, вот, которую не помыли, ну, где могли, там и помыли. Вот, и, значит, и у меня вот эти первые 6 месяцев, как бы, эта труба там, да, то есть я потом, когда, это еще не сообразишь же, это же первый, и кто-то, бабушки, дедушки тоже ничего не знают, понимаете, это я сейчас могу кому угодно там, а я тогда вот только-только, и мы женились, и, ну, все это было очень сложно, то есть, как бы, про медицину. Я попадаю в ДГСН потом, а у меня параллельно вот эта работа, но я биолог, не медик, да, то есть, как бы, и мы там занимались этими работами, и она мне говорит, там, дама, в ДГСН говорит, а что, говорит, вы хотели? Там наши все роддома, не буду номера называть, надо просто взорвать и никогда там не рожать. Потому что они пропитаны этим стафилококком, говорит, и если вы это взяли не там-то, там, а, ну да, ребенок там ослабленный, там еще что-то такое, то есть как бы, Бог его знает, вот он ослабленный был, не ослабленный. Понимаете, то есть если уже ты запихал это стафилококк, вот он там, больничный штамм и живет. И мы все имеем аллергический, я почему это рассказываю, что мы весь аллергический фон там имеем с этого. Ну, я вот прошляпил, папа балбес. Я даже не знаю, как... И уже ничего не сделаешь, оно уже вот заложилось. Мы вылечились, но система, вот она сдвоит у нас. Она периодически начинает фертиля. Причем я вижу, как она это фертиля выкидывает, но Бог его знает, что с этим делать. Ну, правда, не знаю. Пектины едим, конечно. Надеемся, что перерастем. Я все молюсь на половые гормоны, что они, может быть, все это перевалят. Правда, не знаю, да, вот так много знаю, а вот какие-то вещи, да, ты оказываешься, смотрите, я вам почему про это показываю, что ты можешь в каких-то местах оказаться в таком риске диком, который от тебя вообще никак не зависит, ты не знал про это, да, то есть, как бы, конечно, хорошо со втором роддоме они сразу кормят грудью, а вот в этом не кормили, черт бы его побрал. А причем все люди хорошие все, вот дивные, от этого еще противнее, да, и я говорю, вот тогда, соответственно, наша задача выстроить, и особенно для таких деток, да, то есть тогда мне надо, чтобы он приходил в класс, а у него половина класса аллергики, вот они, вот целое поколение вылезло, и там как, у них какая-то фигня, я не знаю, я почему цветами этим занялся, вот опять же, да, все от жизни. Вот, ну вот фигня, я даже не знаю, как он называется, выбросили, потому что оно вот цветет, да, то есть как бы, и вот это все летит, и у них там... Вот это вот все, и кашляют, и это вот. Я вижу, я говорю, и Вася, и Маша, и Джилдыс, и Джергал, и все там эти. Я говорю, так, подождите, давайте разбираться. Ну, слава богу, ладно, школу там взяли, разобрались. То есть я на каком уровне могу это сделать? Но я же стал понимать, что еще вон сколько школ и таких же ситуациях. Вот, понимаете, да, для чего я пытаюсь это все выстроить, откуда вообще этот проект появился? А то все думают, что это деньги ИУ. Я понимаю, что я хочу, чтобы это случилось в наших школах здоровое. Пойдем на следующий. Собственно говоря, вот пределы роста. А вот теперь, смотрите, второе уравнение, которое я хочу, чтобы мы увидели про наш сайт, это общество рисков. Ужас в том, что риски становятся невидимыми. И вот этот бег, я вот эти фамилии там можете смотреть. То есть, как бы мне самое главное сказать, что богатство, одни богатеют, а риски в другом месте. Коллеги, и мы с вами не богатеем. Школы — это не богатство. Смотрите, директор, мы что поразились? Вода некачественная, тоже у нас говорили, директора долбают. Или министра. Ни тот, ни другой к биохимической этой системе не имеет никакого отношения. Откуда взялась эта аккредитация-то, кстати? Правда же? Потому что вот не с этим министром, с другим разговаривали, у меня давно это. И что, говорит, подписали вот то, что вы, где вот, вон, да, рассказывали про школу. Подписали, говорю, и как вы подписали? Ну, мы посмотрели, чистенько. Я говорю, как чистенько? Ну, что значит чистенько? Ну, так вроде бы ничего, не пахнет, там еще что-то такое. Ну да, то есть это, ну подписали, честно разговаривали, то есть как бы это, ну нас надавили, там подписали. Я говорю, коллеги, а нельзя ли что-то сделать такое, чтобы мы мерили какими-то реальными параметрами? Особенно, вот я почему про общество рисков говорю, особенно риски невидимые. То есть смотрите, мы как раз таки, почему эти приборы-то придумали, да, и сказали, давайте... Вот здесь свет неправильный, например. Я вот это вижу, я не знаю. Миш, где мой Миша? Неправильный же здесь свет? Нет. Миша, скажи неправильный. Вот. Ну мы просто. Вот я уже набил этот, понимаете, да, глаза. Потому что когда мальчишки, вы знаете, разница. Вот вы зайдите вот в те школы, которые у нас пилотные, да, и мы там несколько классов, все классы, ну, я бы хотел везде поменять. В 21 вообще во всех коридорах поменял. Вот где мог, правда же, да? Но там такая проводка, ну подожди, там такая проводка, что мой свет, который мы поменяли, он из абсолютно правильного, когда мы туда приходили, превращается в разные вещи. Но я хочу, это тяжелый случай, да? Потому что, проводку, представляете, поменять в школе? Какой там проект, господи?
Вот. Мы лампочки поменяли, в классе поменяли, но где-то это. Но я вам хочу другое рассказать, что когда заходишь в этот класс, где правильно вот мальчишки по светотехническим расчетам делают, вы представляете, ты себя реально комфортнее чувствуешь. Вот я своим, извините, телом, я почему вам говорю, что вот этот совет, неважно какого вы образования, вот боже скажу, главное, чтобы вы знали, что у вас есть тело, что вы вот не призрачные существа, а существа с телом. Вот таких людей надо брать в наш этот совет. И вот тело тебе покажет, неважно, оно там худое, там, не совсем, там, с разными параметрами, не в этом даже дело, а что ты должен к себе научить прислушиваться. И ребенка надо научить к себе прислушиваться. Не хочет, пусть не ест. Хочет сладкого, пусть ест, но немножко. Да, вот иногда, потому что иногда нам нужны эти сахара. Я вот, например, не могу никак отказаться от сладкого чая, потому что именно сладкий чай, вот вообще не ем практически сладкого, но сладкий чай, да, понимаю, что за химизм за этим стоит, ну расширяются эти сосуды, вот ну не работаю я этот. Вот, ну, даже знаю, понимаете, да, то есть эту ситуацию, но вот то, что пирамиду мы с Владимиром Николаевной смотрели, да, то есть стараешься балансировать и на себе. Но там после определенного возраста это уже не так критично, а вот в растущего организма это критично. Это правда, то есть и витамины тогда надо давать и так далее. Но надо научить его прислушиваться вот к этим вот рискам и создавать системы. Давай дальше. Создавать системы. Я не прочитываю, я надеюсь, что вы успеваете посмотреть. Смотрите, вот здесь очень важно, смотрите, они становятся масштабными, то есть те кириешки или там, метафора кириешки, да, откуда они приходят, Бог его знает откуда. Меня поразило в одной из школ, которых мы обследовали, посуда такая красивая, такая замечательная, беленькая, с голубой каемочкой и цветочком. Из чего, как вы думаете? Несомненно. Вот ни разу не сомневайтесь. Вся. Меламиновая. Так, ну и начали, берем Мишу, Нурсултана на одном языке, на другом, говорю, выбросите, пожалуйста. И не сжигайте ни в коем случае. Если сжигаете, то не дышите этим, пожалуйста. Ну, то есть, она ужасно красивая. Вот, понимаете, и вот это вот как раз, и где-то им это, более того, им кто-то по какому-то проекту это купил. Оно там вот вы понимаете, с какими проектами, вот 11 школ, да, то есть, и каждый раз, мы же не только с 11 работаем, мы же еще там стараемся где-то это делать, потрясающая история. Нас, кстати, очень много спрашивали по поводу вот пищевой безопасности, да, то есть, как бы, вот, и у нас наиболее сильная сейчас проектная работа, это идет по ВПП ООН, то есть, можно контакты, да, кому надо, мы дадим, просто мы не скоординировались по пилотам. То есть получилось, у них были раньше, у нас были позже, это тоже еще труба вот в этой стране, конечно. Вот так вот. Я хотел собрать всех в одну упаковку, но ничего не получилось. Кое-где получилось, в Орловке у меня там получилось, еще где-то, а так вот очень сложно было. Но, по-моему, Талас тоже, кстати. Вы ВППшная школа же, да? ВПП ООН у вас же там что-то делало, да? Ну, не помню, я уже сейчас этот... Вы представляете, я же посадил вот так, к министру пришли, по-моему, это Гульмира Каримовна была. Наверное, Гульмира Каримовна. Потому что у нас было сначала Сариф, но вот и Гульмира Каримовна говорит о том, что я хочу, чтобы вот все у нас АБР работает по... Вот у вас эти раздали АБРовские, да? То есть почему мы с ними работали? ВПП ООН, потом еще там говорят этих ООН, ФАО, бог знает кто. То есть только что не работает со школами. Ну так. Вот. И мы посадили, говорим, давайте все вот с рисками с этими разберемся. И вы знаете, очень сложно партнерство образуется. То есть мы где-то, где можем, я там это образую, но я почему говорю, что потому что каждый видит свой риск. Видите, да? То есть они пространством и временем не ограничены. Вот я так странно вам эту мысль поворачиваю, да, потому что разные структуры видят разный риск. Комплексно мало кто смотрит. В школе надо, чтобы кто-то, какая-то система вот этот глазик комплексно имела. Понимаете, да? Невидимость, латентность, понятно, да, скрытость. Вот вы говорили, да, про асбест, например, да, то есть вот у нас это вот риск, конечно, это гадость. Но 28 лет. Смерть между заражением этим может быть. Может 5, 3 это и 28. Считается, убираем из этой зоны. Я вообще ненавижу, когда я понял, как в экологии рассчитывается ПДК и ПДВ. Вы знаете, как оно рассчитывается? Ну, не дай бог это, знаете, когда разобрался? Через ЛД-50, да? То есть как бы вот эти вот 0,001, 0,003 там, и так далее, концентрация рассчитываются, исходя из того, что, ну, по-разному, но принцип я вам объясню. Когда гибнет 50% популяции вот, чувствительной к этому виду животных. Если ниже ЛД-50, ну, сохраняют, а выше, это, то есть берут этих там коловраток, могу про это отдельно, я курсы про это читаю, но просто я, чтобы вы картинку представляли, да, что все через смерть мы меряем. И вот 50% популяции не погибло, ну, значит, можно. А у меня же вот рядом стоит Дубинин, и он же со мной разговаривает, и он, не потому что сумасшедший, нет, сумасшедший, но не до такой степени, и он говорит о том, открытие русского
да, вот советского ученого, да, и он говорит, что для того, чтобы произошла мутация, надо, чтобы в одно место 2 раза попал одна молекула, чего бы то ни было, поганости какой-нибудь, да, вот мутагеном называют. Главное, чтобы она попала в одно место 2 раза. Не проблема концентрации, проблема попадания в одно место и разрушение вот этого системы апоптоза, клеток, то есть как бы внутреннего восстановления клеточек, то есть самоубийство клеток, то есть клетка, которая поражена, должна сама себя убить. Если эта система, это, кстати, вот я сейчас только что рассказывал, Нобелевская премия этого года, прошлого, 18 года, японец, посмотрите, Япония, Нобелевская премия, апоптоз. То есть он говорит, 1 день надо голодать. Вот, кстати, тоже это, смотрели же, да, то есть как бы просто в гугле наберите, вот на ютубе там рассказывают, вот он получает за это Нобелевскую премию. Почему? Потому что если голодание, у нас в организме включается вот этот механизм апоптоза, то есть как бы чистки, самоочищение, да, то есть как бы съедание клеток. Так вот, проблема, что у кого-то он может сбиться. Но нет, это вот они все механизмы очищения, там разные, восстановительные, репарационные механизмы. 1 раз попало, придет белок, восстановил эту ДНК, а 2 раза попало. Или, там 3, или еще одна это мишень, этот белок. Почему опасна так радиация? Потому что она везде летит и все разрушает. Ничего не понятно, что она там делает. И вот эти свободные радикалы, ну понятно, но ничего не понятно. То есть, Селективность разрывов мы контролировать не можем. Вот в чем подлость. Правильно. Потому что химия Вот. еще хоть как-то понятна. А радиации нет. Но, коллеги, проблема еще в том, что это с химией тоже есть проблема. Потому что мы же залезли, почему я про 200 эти лет говорил, экосистемы раз, но мы еще залезли в структуру атомов. Мы меняем эти атомы, понимаете? И мы с вами живем в мире химических веществ, которые никак не уплощаются. Да? И вот отсюда вся вот этот ужас. Неощутимые, неощущаемые могут драматизироваться или недооцениваться. Но, коллеги, мы привыкли жить в этом обществе рисков. Вот давайте из этой... Вот и я хочу, чтобы мы вышли. То есть, да, мы будем летать на самолетах, хотя это рискованно. Да, мы едем на автомобилях. У меня есть один любимый пример, если кто-то слышал, извините, от Эмиль Джапаровича. Меня поразил он, когда он работал, опять же, в городском кинеше. Ну, вы сейчас поймете, про что я говорю, это потрясающая сказка, потому что вдруг в какой-то момент одно дерево упало, все правда, там старое, упало на автомобиль и, значит, кого-то там ранило, и даже, говорят, смертельный исход был. Была такая история? Была. Да. Что дальше происходит? Дальше из этого делают огромный вывод. Невероятный. То есть что это? Что все деревья страшные, их надо рубить. И у нас начинают рубить деревья по всему городу. При этом Эмиль Джапарович на этом кинеше нашем городском стоит и говорит, коллеги, а вы смотрите, сколько от аварий покупает. Почему же вы все от автомобилей не отказываетесь? 1 человек в год от этого дерева, да, есть случай. И количество, ежедневно огромное количество смертей, простите, от железнодорожных, автомобильных аварий и так далее, и от других этих. Почему эти риски мы принимаем, а этот риск мы превращаем, стигматизируем и выносим на этот. Вот это место, которое вы как раз и говорили. О чем идет речь? Надо, соответственно, на уровне школы вы должны говорить, вот это плесень, это страшно. Ребята, плесень это плохо. Плесень это страшно. Плесень это не надо ни при каких условиях, потому что это не плесень, которая на сырах. Это другая плесень. То есть, поверьте, и если это аспергилл черный появился, а если он еще рыжий, ой, мама родная, или зеленый. Там. Мне больше всего нравится, когда они говорят, ну это же антибиотики. Вы не представляете, что со мной начинается биологически, вот это же, говорю, еще, Флеминга они не знают, слава богу, ладно. Но как бы рассказывают мне, что это же антибиотики, это хорошо, дети сидят, дышат. А дальше я понимаю, что я оказался вот вне контекста, понимаете, да, то есть как бы того, чтобы с этими людьми разговаривать. Так вот, это как бы как раз то, что мы должны с вами поменять, независимо от того, какого мы там тонкости образования. То есть, как бы, значит, соответственно, информация становится ключевой, мы должны ее вытаскивать. Пойдем дальше. Знание приобретает новое значение, да? Вот, здесь, смотрите, я показываю разные уровни. Уровень, с одной стороны, оправданный риск на уровне конкретного человека. Мы должны вывести, что человек сам должен иметь право принимать решения в отношении рисков. Это опять пример, Талас, наверное, мой опять любимый, да, то есть как бы что дети должны иметь возможность выбрать, он сок попьет или вот эту вот штуку съест, его надо информировать. Даже на уровне плаката. У меня ровно такая же история была дома, когда он купил жвачку, только она не специально была сделана, мы только что сделали этот плакат, какой-то из этих, по ешкам, и он у меня лежал на столе, а я что-то там черкал злобно, как всегда в этом смысле, мы куда-то не успевали. И это, значит, подходит, он маленький, не помню сколько лет, но маленький, вот
Помню, что это, сейчас большой уже. Вот. И он, значит, это говорит, папа говорит, что это такое? Я говорю, вот там это. Он говорит, это плохо. Я говорю, плохо. Читает и, значит, приносит ко мне. Я не знаю, видели вы, нет, жвачки, у которых внутри еще такая прелестная жидкость. То есть она сама по себе такая жвачка, а там внутри жидкость, и она вот так вот делает. В общем, он насчитал там, ну что-то, да. Он мне приходит и говорит, а я, говорит, больше такие покупать не буду. Я говорю, так, вот тут меня поразило это ровно как вот вас, понимаете, да, то есть как бы я думаю, ничего себе, почему? А он говорит, а я там насчитал 6 или 9, вот то, что у тебя, ты говоришь, ты же сказал, папа, я тебе верю, это плохо. И вот тут меня как это, заштырило, да, то есть как называется, я думаю, вот это да. Понимаете, да, то есть как бы что, значит, просто надо давать информацию. И он сам, человечек, может принимать решение. Мы решаем ребенка выбора, потому что мы ему просто не даем достаточно информации. Нет, еще много почему, но вот это один из важных очень компонентов. Следующее, это вот государство тоже, поэтому залезли в стандарты, видите, да, то есть как бы делаем. Но, коллеги, я хочу сказать, что еще у нас одна сборка БУИРСа будет в мае, я привезу как бы вот этот уровень. То есть мы сейчас вот в этих уровнях как бы находимся, а я хочу еще мировой уровень про устойчивое развитие, как мир. Вот то, что теперь вопрос, как себя строить в этих отношениях. Это то, что мы как раз показываем детям. Давай дальше. Безопасная среда мы поговорили, сюда пошли дальше. Это 3 аспекта мы посмотрели так в тех или иных презентациях. Я хочу сказать, что, смотрите, мы когда говорили о Совете по безопасности, мы хотели сказать, что вот я смещаю в экологию, но нам надо более широкий спектр взять, это и толерантность. Смотрите, мы ведь не только к природе можем плохо относиться, мы также плохо можем относиться и к друг другу. И это еще страшнее. Южный конфликт, каждодневные конфликты там, и так далее, языковые конфликты. То есть вот это то, что я считаю, что внутри Совета могут быть вот эти этические механизмы, которые мы можем делать. Но как их застроить, я не знаю. Давайте думать вместе, я поэтому к вам и обращаюсь. У меня площадки такой не будет. Я говорю, в июне я не успел сказать, что я еще раз вас постараюсь собрать, да, то есть насколько у меня просто хватит силы проекта. Вот. И вот здесь применение комплекса специальных мер на поддержку вот это вот догоняющего пол, то есть гендерные и инклюзивные вот эти вот все противоречия нам тоже надо учитывать. И я думаю, что вот этот совет как раз, например, в 21-й школе он бы много проблем помог решить. Ты понимаешь, да? То есть я просто чувствую, что это... Я думаю, здесь мог бы решить. Но, коллеги, давайте дальше. При этом, смотрите, мы говорим о том, что вот эти инструменты обеспечения безопасности, это может быть. С одной стороны, вот то, что нам рассказывала представитель 65-й школы, да, то есть как бы это может быть расширенный педсовет с представителями родителей, местной власти и так далее. Это одно уравнение, и оно было бы интересно, оно достаточно просто строится. Здесь проблема в том, что сегодня ни министерство, ни ДГСН, Минобр вообще здесь ни при чем, потому что у него только контент. Вот контент мы с ним можем обсуждать. Они могут мне дать гриф от того, что это контент, там, безопасно это. А здесь уже другая же структура должна работать, ДГСН. Но у ДГСН не хватает, то есть я говорю, вот пример мела. Мне надо построить такую систему, чтобы в школу не попал токсичный мел. Они говорят, нет. Тогда был еще Буйклянов, это мы сидели, умные люди. Корин, были в Минздраве, да, то есть как бы сидели, говорю, как нам выстроить такое? Они говорят, ничего не знаем. У них же есть сертификат соответствия вот этих вот ребят, да, то есть как бы. А если вот он рисует или она там на доске, а он, на тот период в городе, я как раз работал в университете, и мы начали рисовать, мы все чихали вот так вот. Понимаете, да, то есть какой-то китайский мел завезли, и вот это все идет. Вот в случае, если это случилось, мы можем вам помочь. Если нет, ничем помочь не можем. Понимаете, да, то есть вот эта ситуация очень сложно организованная. Значит, соответственно, мы должны вот эту систему предотвращения, и мне кажется, что это очень важно, что на педсовете решаются эти вопросы. Или другое уровень – это школьная конференция. Следующее, мы говорим о том, что внутри вот этой системы, то есть как бы вот этот вот расширенный педсовет или школьная конференция, сейчас она образует совет по безопасности внутри себя. Или хотя бы, хорошо, вы не хотите сделать совет по безопасности. Ладно, сложно, не хотите так. Давайте сделаем рабочую группу по безопасности. Видите, я альтернативы сразу закладываю. То есть и это каждая школа может придумать для себя форму, которая ей приемлема. Мне сейчас нужны как бы вот более подумать и сказать, что да, ребят, вот это интересно. Вот это будем рекомендовать МОНу, да? И дальше они сделают вот эту самооценку, а ее вы будете делать обязаны, потому что вы будете проходить аккредитацию. Правильно я говорю? Вот, коллеги, то есть вот логика, которую мы пытались выстроить.
Теперь смотрите, мы говорим, что это расширенный педсовет, это пространство, где в школе формируется дискурс безопасности. И решение осуществления мер по безопасности образовательной среды принимается коллективно. Мы вот к этому, самое главное, что мы хотим, чтобы вернулись и собрали, и вот рассказали, отдайте эти книжки, отдайте еще что-то, то есть покажите наш сайт. Ну, наш, не хотите наш, покажите еще. Ладно, Николай, у вас есть сайт? Ну, а у института? Там же есть что-нибудь про безопасность пищи? Ну, какие-то сайты, ладно, я хотел это сказать. Попробуйте с другими поделиться об этом. Может быть, станет лучше. Потому что один в поле в этом не воин, мы это поняли. Ты реально не воин здесь. Я почему вот это все и говорю. Давайте дальше. Вот это механизм, который мы предлагали, на пилотных школах сделали. Родители, педагогический коллектив, ученики вместе обсуждают эти вещи. У вас будет презентация, не буду разбирать, вы умнее меня, ну, в смысле, умнее, понимание, сами знаете делать. Единственный вопрос вот здесь. Очень сложно организуется в школе коммуникации. Вы понимаете, да? Сильный директор, нормальная коммуникация. Сильный — это же не проблема властной, а тот, кто может между разными группами уравновесие найти. Школа сегодня так, что вон у меня в одной школе завуча не можем уволить, в другой школе завхоза, хотя точно знаем, что это, невалидная система, но уже... Вот у меня вот и с этими, с такими. Но это механизм, так или иначе, защищающий. Единственное, что мы навязать его не можем. Он может только случиться. Вот и это. Да? Сюда нужен еще четвертый. Давай. Все вспомогательные службы школы и, конечно, все Управляющие, да? вокруг. То есть, Мы записали, я понял, да. Давай перерисуем, да, то есть подумаем тогда. Значит, еще один контур. Но я хотел бы хотя бы сказать, что эти-то уж точно заинтересованы. Но решение надо по-другому принимать. И сегодня нам как раз-таки рассказывали о том, как принимали. И смотрите, мы на самом деле в 65-й сделали намного больше, потому что я на модели софинансирования, извините, что я, мы не хвастаемся, но чуть-чуть. Да, что на модели софинансирования я смог из проекта больше вытянуть. Я смог вытянуть на модели инклюзии, извините такое слово, вытянуть, да, но я же точно так же подневольно пишу. Я говорю, дорогие наши немцы, мы, because, if, ту, и все это должен это, вот так это. В 21-й могу сказать, что потому что инклюзия, в 65-й, потому что родители сказали нам вот это надо, мы там и дорожку, и туда. Ну что-то делаем как бы хорошее, то есть но мне же надо было увидеть, как этот механизм работает. Соответственно, я говорю, и у вас это на этом этапе может быть. Я уже могу про это консультировать. Но вопрос в том, что для того, чтобы было бы кого консультировать, коллеги, вот это очень важный момент. То есть тот, кто хочет позаботиться об этой ситуации. Да, то есть вот это вот место, которое мы с Меликан Джей сейчас будем выстраивать здесь. Ранок где-то вышло. То есть Воробаева, да, то есть Ваше, Воробаева, у нас несколько вузов, то есть мы педагогам это дадим. Вот эту модель, значит, а как контур он пойдет, он замыкающий будет? Подумаем, как его дать, чтобы нарисовать педагогам в будущем. Просто рядышком, да, то есть четвертый. Хорошо, продумаем. Давайте, я ее в другом схеме засунул. Пойдем дальше. Вот, теперь смотрите, как мы его, вот то, что вы говорите, мы, может быть, неправильно рассмотрели, но, смотрите, вот она школа, она проводит самооценка. Вот Альфия вам показывала, не буду по каждому элементу, чтобы у вас просто картинка сложилась, что мы говорим о том, что эксперты, Минздрав, МЧС, МОН, ДГСН и так далее, то есть они внешняя оценка того, что здесь может происходить, да, то есть внутри увидели проблему, поставили, привлекли экспертов, подумали как. Смотрите, вот я думаю, что вот здесь, я как раз хотел, чтобы вы сказали, это в принципе то, что нам надо по безопасности. Потому что сама школа, вот мы там поставили паспорт безопасности, очень мучились. Мы не хотели вас перегрузить. Это правда же? Вы помните, сколько дискуссий у нас с этим реально было? Вы поймите, никто не хочет перегружать этого бедного ни директора, ни завуча, все понимают, что с этими зарплатами, все понимают. Но и детей нельзя травить. А вы можете что-то не поймать. Да? То есть мы тогда говорим, давайте, вот плохо пахнет, выбросите. Смешно сказать, одна международная организация, не хочу называть, какая, то есть опять же пришли на эту встречу, заходим, просто вот не то что фенолом, а фенолом. Она говорит, да, что-то у нас головочки болят. Мы говорим, алло, вы же вроде как давайте мы вам объясним. Вот эта панель, вот недавно купили, то есть сами купили за огромные деньги. Деньги ничего не решают. Я почему вам говорю, мозги решают. Правильная организация решает. Нет, что-то решают деньги, тоже. Потому что деньги решат правильные организации и наймут мозги, вот так скажем. Понимаете, да? То есть но мы же можем с вами посмотреть это, меламин уже знаем, почитал нашу эту книжку, там какие-то знаки, то-то, это все уже есть. И самое главное, что очень осторожно со всеми химизмами, особенно вот с этими пленками, которые, столы, вот ДСП, которые покрывают, да, вот здесь, кстати, ничего еще.
и с покрытиями стен. Потому что все, что дешевое, оно, во-первых, горит. Да, то есть и горит, причем, вот помните, вы говорили о том, что он спотыкается, он еще же отравиться может от этих диоксинов и так далее, это тоже опасно. И второе, это вот эти вот химизмы. То есть, как бы, но вы сами это не померяете. Приглашайте игроков извне. Да? То есть вот этот механизм должен быть. Но одно дело, один директор, это тоже ерунда, у него просто даже на это не будет ни времени, ни сил и так далее. Вот, а коллективный, когда коллегиальный орган это делает, это намного здоровее. Организовали безопасность, следующий шаг. Ну, мы сделали уже хитрым, мы уже и бюджет говорим, что план. У меня финансирование же есть в этом проекте. Да? То есть мы говорим о том, что план бюджета. И вот здесь, смотрите, мы говорим о МСУ и попечительские советы. Но у нас другого варианта нет, потому что, вы понимаете, у Минобра нету на вас денег, кроме того, что на контент. На здание деньги не у них. Мы хотели там, как бы, может быть, кстати, у нас еще будет, что мы попробуем создать этот отдел по безопасности, не знаю. Но смысла большого оказалось нет, потому что это у Госстроя, это у ДГСН, это у местной власти. То есть надо вот эти вот... Соответственно, мы стали понимать, что это надо делать вот тут. Наверное, надо этот контур. Я его просто контуром не нарисовал, но логику, да, мы согласны. И вот здесь самое главное, что в принципе здесь начинается фандрейзинг, от чего вы не боитесь. Да, на безопасность надо находить средства. Это всегда дельта, это всегда дополнительный какой-то подход. Но я не верю, что... Нормальные родители, если вы обоснованно это все представите вместе с ними, да, я всегда советую посмотреть фильм, он старый, но очень ясный, с этой Джулия Робертс и Эрин Брокович. Там как раз таки история, не знаю, если, может, не видели, просто вот нагуглите и посмотрите. Там история, что одна женщина, вот, ну она, конечно, красотка, я понимаю, но она выходит, по сути, там женщина, которая против того, что люди стали болеть, и хром 3, там, и хром 6, да, то есть, как бы, и вот она создает вот эту вот систему. Мы можем не доводить до когда эти раковые болезни и все остальное у нас появляется, заранее посмотреть. Вы скажете, на что обращать внимание? Мы скажем, мы уже в проекте это наработали, на свет, на воздух, на тепло, на то-то, вот все параметры. Не моя задача сейчас про это говорить. И моя задача вас, как бы, втащить в это. И дальше мы можем находить на это средства. Вот, собственно говоря, наверное, это все, что я хотел сегодня рассказать. Посмотрите, что там у меня еще было. Да, ну вот это вот шаги, которые мы с Натальей Васильевной посмотрели, да, то есть это мы говорим, что вот, ну как бы какая-то набросали, что он может делать, это в принципе соответствует вот тому положению, которое мы вам все раздали, видели же, да, то есть как бы, вот, мне сейчас надо, я не буду даже, то есть это просто вот можно это делать, давай дальше. Вот этот опросник, вы завтра его будете прорабатывать, он находится в аккредитации. Хотите, не хотите, кто-то у вас это будет, правильно я понимаю? Кто-то будет делать. Возьмите лучше мою структуру, то есть которую мы здесь отработали, вот и на других говорят, это вам будет проще и защищеннее. Потому что если директор сядет и сам вот это все простроит, а так чаще всего и будет, не очевидно, что от этого хоть какой-то смысл. Да? А не дай бог еще как бы аккредитационная система нас привлечет, мы перепроверим, и будет у нас скандал. Но нам не надо же скандал, нам же защитить детей надо. И тогда вот другой подход я хочу. Давай дальше. Вот это. И вот это вы уже сегодня видели, как они строили. Это я просто взял, как бы прицепиться к вашим презентациям, чтобы мы как бы видели. Вот это замечательный, кстати, инструмент легкий. Вот они, параметры среды, да, то есть как бы. Причем самое интересное, что даже простой опрос мы что увидели. Даже простой опрос учеников, там вот выборочный. Вы узнаете вот эту вот историю, вы еще не рассказали про туалеты, да, то есть как бы, когда мы мэппинг делали, да, то есть мэппинги могут быть очень разные, да, то есть Нет, я мэппинг имел в виду, ну, да, хорошо. То есть я просто имел в виду, что кто-то говорит, кто-то не говорит. Я 3 мысли сейчас пытаюсь в одну уложить, поэтому правильно все. То есть, смотрите, но даже когда, даже они не говорят, уже по умолчанию ты можешь уже узнать, где какая у тебя проблема, если ты хочешь это увидеть. Я вот это пытался как бы проговорить. И вот эти показатели составил, посмотрел, где дырка, а вот сюда уже, и вот сюда сфокусировался, здесь дырявая, и уже с МСУ там это у каждого вот классно же. Я знаю, что у меня пожары, я знаю, что у меня там будузят в туалетах, я знаю, что у меня холодно, я знаю, что у меня то-то. Классно. Ребята, это на самом деле рабочие механизмы. Давай еще, Максим. И вот последнее, что мы как бы придумали, да, и продумали, что смотрите, вот, Ладно, Николаевна, здесь я, соответственно, ваши хотел слова сказать, потому что вот, мы сегодня разговариваем, удивительно, я это готовил вне разговора совместного, про инфраструктуру, что безопасность требует наращивания определенных видов инфраструктуры, но не вот как бы точечно, а системно.
да, то есть вот эти вот вещи. Вот как, опять правду говорим, да, то есть смотрите, проблема в том, что вы должны понять, какие блоки, это мы вот так изобразили школу, да, то есть как бы, но вот, например, вот это и будет этот совет, который может доращивать ее, это просто, ну, как бы метафорическая схема, да, тут ничего с разными подсистемами, да, но где-то у вас какая-то система должна заниматься оценкой и занятием качества, ну, или там вся школа, да, то есть как бы, ну, не бывает, что вы вся школа, вот завхоз, его же надо тоже проучить, вот сегодня мне замечательно подошел, да, то есть как бы, вы, по-моему, да, то есть говорит, а где моих поваров можно научить? Вот уже позвонила, уже... Вот эти вещи, которые надо делать. Но надо менять систему. Но про системность скажете, вы говорили пример про руки, да, то есть про пищеблок. Да, по-моему, вы мне говорили о том, что когда я стал оценивать, что где-то взяли в аренду только вот эту часть пищеблока, а все остальное было... Это к вопросу о том, что вылазят проблемы абсолютно неожиданно на самом деле. Ну, первое. Кто-то где-то когда-то не подумал, вот по тому же Бишкеку, была везде обрезана горячая вода. Ну, потому что там аренда, потому что еще что-то, и никто даже не думает и не понимает, что отсутствие горячей воды, дальше это несоответствующий санитарный режим обработки посуды, дальше, если не дай бог у вас ребенок приходит с гепатитом, вы его распространяете по полной программе. Вторая ситуация, в аренду записывался только пищеблок, а сама территория торгового зала оставалась за школой. Территория торгового зала за школой, умывальники за школой, полотенцесушители, сушилки за школой. Я произвел их до свидания. Я вам выкинул на раздачу. А как вы там дальше? А услуга же, она начинается от момента безопасности. Зашел, помыл и можешь дальше двигаться. И вот здесь вот еще вопрос. Это декомпозиция. То есть вот каждый из вот этих направлений, оно может быть развито на большое-большое количество маленьких элементов, но когда мы полетно будем на них смотреть, мы поймем, вот здесь повтор, вот здесь повтор, вот здесь повтор. То есть не надо 15 раз решать одну и ту же проблему. Надо выцепить эту проблему и решить ее один раз, но с погружением сюда, 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 сюда и сюда. Ну да. Коллеги, то есть, собственно говоря, вот я думаю теперь, скажите, мы даем жизнь, мне, собственно говоря, несколько слов даже с вашей стороны, Наталья Васильевна, как вы думаете, вообще все даем жизнь советам по безопасности, как вы считаете? Или ну, уже как бы сами сложите, как сложите? Вот это, собственно говоря, то, что мне надо услышать с вашей стороны и закончить сегодняшний наш день. Положение, посмотрите завтра, когда вот сессия будет у Лана, то есть про книжки скажете, посмотрите сегодня, да? То есть если у кого-то будут какие-то комментарии к положению, просто скажите, потому что я тогда, если оно вас ну, как-то устраивает, я буду рекомендовать его как типовое. Только единственное, что я не знаю, кем утверждено, это мы просто так, потому что номер это была игра. Да, то есть, может, смотрите, вот либо его утверждать как типовое на уровне министерства, либо на уровне местной власти, либо на каких уровнях, то есть для нас это очень важный контент. Ну вот, собственно говоря, если есть какие-то комментарии, вопросы, я понимаю, что перегрузили, но нам надо было про это как-то вот почувствовать вашу реакцию. Еще есть какие-то реакции? Малика Наджи? Да. Делать надпись «Рекомендуемое типовое» с возможностью до внесения, при необходимости с возможностью до внесения доблоков. Когда его можно на самом высоком уровне утвердить как рекомендуемое, но рекомендуемое не значит, что оно не подлежит вообще никаким изменениям. Да, если вдруг что-то, то конкретизация, специфика. Но давайте вы сегодня вечером посмотрите, завтра в течение дня аккредитации посмотрите, что можно дорастить. Единственный у меня вопрос, это все-таки советы или вот, как мы говорили, покажи вот это зеленое, то, что я говорил, или рабочие группы? Или это, да, вот давайте к вам, да. Так как мы содокладчики, я тут хочу до свидания всем сказать два слова. Да? Смотрите, я стала изучать, какие есть советы. У нас есть педагогический совет, там только педагоги. Да? Есть совет учеников, школьников, там только школьники. Родительский совет, совет профилактики. Да? Есть вот, допустим, Москва и Польша работают управляющие советы. Здесь тоже много всяких интересных дел. Управляющие советы — это когда все входят в комплексе ученик, родитель, ученик, учитель, входит в небюджетные организации из органов власти, вместе решают проблемы. А вот совет по безопасности — это такой совет, который берет блок проблем, решает их, да, задач и готовит к аккредитации.
До следующей аккредитации 5 лет, значит, он повышает следующий, да, ступень развития этой образовательной организации, либо ее сохраняет на том же уровне. То есть совет может создавать тогда рабочие группы и комиссии. Это мое предложение. То есть есть большой совет, решали проблему с канализацией, значит, я зову этот орган власти и через своего учредителя я согласовываю, правильно же? Если у меня проблема с пищевой, значит, я приглашаю Ладу Николаевну, и она мне за 2 часа мозг как бы прояснит, правильно? То есть вот как бы мое предложение было такое. Все. Хорошо, да. Спасибо. А вот вы говорили о том, что обязательно должна быть администрация входить туда, я правильно Да. понял? Обязательно, конечно. И вот то, что говорили, допустим, с Ольгой Владимировной, так как это наша школа городская, смотрите, если мы берем просто педагогов, то получается педагогов у нас 80%, но 20% сотрудники. И 20% сотрудники, они делают погоду, в принципе, в безопасной образовательной среде, потому что это техперсонал, это кухработники, и завхоз и так далее, и психологи, и соцпедагоги. То есть здесь чуть-чуть шире смотрим. Как они называются, вторая группа? Техработники. Да, техработники. Нет, сотрудники. Поэтому, Сотрудники, да, да? поэтому нужно брать все Вспомогательные сотрудники. Медики. Да. Это Вот если вспомогательные. честно, по большому счету, там еще немножечко методологический шаг первый. Это выявление всех стейкхолдеров вопроса безопасности. И если вы начнете со стейкхолдерами работать, все, кто заинтересован, то у вас там, по большому счету, могут еще какие-то группы вывестись, вплоть до тех, кому не интересно, чтобы вы решали проблемы безопасности. Может быть так. Потому что они будут противодействовать, и эти риски тоже надо закладывать, и механизмы борьбы с теми людьми, которые по каким-то причинам будут говорить, да вы ерундой тут маетесь какой-то, вот отстаньте от нас. Их тоже надо продумать. И вот последнее, смотрите, мы сейчас создаем родительский совет. Такой совет, с которым можно посоветоваться, как решать проблему образования. 97 школ, 97 председателей родительских комитетов, в ваших районах чуть меньше. Стали выяснять, какие вопросы интересуют. 3 вопроса интересуют родителей. Первое – безопасность, пожалуйста. Второе – это повышение качества образования, поддержка учителя, как ни странно. Каждый папа и мама идут за учителем. В какой среде работает учитель? В переуплотненном классе, где дети вышли через 40 минут, а ты остался вести уроки 12 уроков в день, это тоже будет учитель не очень качественный, правильно? И третье, оказывается, информированность. И поэтому вот об информации завтра будет большой блок. Вот, ну, как бы Информировать кого? Детей или их самих информировать родителей? родителей, вот всеобщая какая-то правдивая информация, которая позволит потом и привлекать средства, и решать вовремя соответствующие проблемы, и поддерживать учителей, и, соответственно, давать повышение качества образования, да? Все. Классно. То есть, как бы я понимаю, что это. Коллеги, у кого-то есть какие-то комментарии и движения? Спасибо. Спасибо.